Добрый день, уважаемые коллеги. Как слышно? Как видно? Дайте, пожалуйста, обратную связь. У нас с вами есть чат для нашего общения. Либо вы можете включить камеру, микрофон и отреагировать. Все слышно и видно. Хорошо, коллеги. Сейчас я подключу презентацию, и мы с вами начнем нашу работу. Меня зовут Марина Анатольевна Габова. Я проректор по научно-методической работе Коми Республиканского института развития образования. И мы с Натальей Николаевной Русеевой совместно разработали и проводим данную программу повышения квалификации. Так, сейчас запущу презентацию. Коллеги, пожалуйста, дайте обратную связь. Появилась ли презентация у вас на экране? Да, все хорошо видно. Хорошо видно, да? Так, вы видите ее отдельными слайдами или в режиме демонстрации? Сейчас слайдик у вас переключился? Да, в режиме отдельных слайдов получается. Хорошо, пусть будет в режиме отдельных слайдов. По крайней мере, нам с вами все видно. Прежде чем перейдем непосредственно к нашей сегодняшней теме, давайте проведем перекличку, кто у нас сегодня присутствует. Коллеги, пожалуйста, назовитесь, кто присутствует. Я отмечу в списке. Артеева Арина. Артеева Арина Александровна, Бугаевская школа, да? Да. Замечательно. Так, коллеги, кто еще с нами? Так, коллеги, пожалуйста, назовитесь. Семенова Оксана Алексеевна. Оксана Алексеевна, тоже Бугаевская школа, да? Замечательно. Так, еще кто? Кто еще с нами? Так, вижу Анна Николаевна, да, с нами, Шотланкина, Зеленецкая школа. Так, еще кто-то подключился? Так, больше никто не отзывается. Коллеги, я просто вижу только презентацию, я сейчас чат не вижу, да, когда идет демонстрация презентации, поэтому лучше голосом или камеру включите, чтобы я вас увидела. Так, ну что ж, тогда начнем. На прошлых занятиях вы с Натальей Николаевной разбирались о том, что же такое функциональная грамотность, да, каковы ее основные компоненты, как работать по развитию основных компонентов функциональной грамотности. Но, к сожалению, я знаю, что не все присутствовали на прошлых занятиях, поэтому некоторые основные моменты мы с вами сегодня еще раз рассмотрим и дальше поговорим о том, каким образом необходимо выстраивать работу по формированию функциональной грамотности по всем направлениям, таким образом, чтобы задействовать возможности банка заданий по функциональной грамотности. Итак, коллеги, начнем с того, что можно ли поставить знак равенства между такими понятиями, как умение читать, писать, считать, вычислять и функциональной грамотностью. Как вы считаете? Хорошо, поняла. Можно ли здесь ставить знак равенства? Можно, наверное. Коллеги, все считают, что можно? Либо все-таки это понятие разное? Так, вот вижу, Елена Петровна к нам подключилась.
Хорошо. Коллеги, все согласны, что можно поставить знак равенства или все-таки это разные понятия? Сейчас поставлю. Хорошо. Ну, тогда на этот вопрос мы с вами будем искать ответ в течение нашего сегодняшнего занятия, и в конце занятия еще раз к нему вернемся, да, и для себя ответ сформулируем. А как вы считаете, функциональную грамотность нужно формировать только в школе? Либо этот процесс необходимо начинать раньше? Коллеги, пожалуйста. Функциональную грамотность нужно формировать только в школе, либо это процесс, который необходимо начинать раньше? Можно раньше. Можно раньше, да? В детском саду, да? Вот на одной из наших встреч с педагогами коллеги сказали, что вообще формировать функциональную грамотность надо начинать тогда, когда ребенок только родился. Да? То есть функциональная грамотность – одно из направлений вообще развития воспитания ребенка в целом, начиная с рождения, да, и через всю жизнь. Мы же с вами так и говорим, да, что функциональная грамотность учим и учимся для жизни, да, для того, чтобы в своей практической деятельности, в любых сферах ее деятельности нужно было осуществлять свое функционирование. Что значит быть функционально грамотным? Как вы для себя сейчас это понятие можете расшифровать? Знать, понимать и применять знания. Знать, понимать, применять знания. Так, коллеги, что еще можно к этому добавить? Ну вот просто, например, научились мы с вами читать, научились писать, вычислять, считать и применяем эти знания в жизни. Можно сказать, что мы функционально грамотны? Так, креативное мышление должно быть развито еще. Угу. Как в разных ситуациях. Да. Уметь разрешить любую ситуацию. Да, разрешать проблемы, которые находить выход. встречаются, да, и находить возможность, вот те знания, которые мы с вами получили в рамках обучения в школе, да, чтобы их можно было применить для решения различных жизненных ситуаций, которые с нами случаются в различных сферах нашей жизнедеятельности, да, в том числе и в профессиональной сфере могут такие ситуации возникать, да, в том числе и в наших жизненных различных ситуациях. Нужна ли функциональная грамотность педагогу? Либо мы с вами говорим только о функциональной грамотности обучающихся, как считаете? Обязательно нужна? Обязательно нужна. Все согласны с этим, коллеги? Да, согласна. Согласны, хорошо. А вот какие же тогда факторы влияют на формирование функциональной грамотности обучающихся? Как думаете? Ну, либо, может быть, что затрудняет формирование функциональной грамотности ребят? Что способствует, что помогает? Ну, затрудняет, может быть, нехватка знаний, базы знаний. Угу. То есть не хватает каких-то самих, наверное, предметных знаний, да, для того, чтобы в той или иной ситуации их можно было применить. И не хватает, наверное, умения перенести, да, вот те знания, которые получены были в школе в рамках основной образовательной программы, на вот те жизненные ситуации, да, понимание, как можно эти знания применить для решения того или иного конкретного вопроса. Ну и, конечно, как мы с вами уже сказали, да, поскольку функциональная грамотность нужна педагогу, то и уровень развития функциональной грамотности самого педагога, он также будет выступать в качестве одного из факторов, который влияет на формирование функциональной грамотности обучающихся. Ну вот, коллеги, если мы с вами вернемся к
нашему вот этому основному вопросу, да, можно ли поставить знак равенства между умением читать, писать, считать, вычислять и функциональной грамотностью, то здесь у нас есть некоторые ответы. Например, Марьяна Михайловна Безруких, профессор, академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии, она говорит о том, что в жизни мы с вами часто путаем понятие первичной грамотности, то есть умение читать, писать, считать, с грамотностью функциональной. А что подразумевает функциональная грамотность? Функциональная грамотность предполагает, что мы уже овладели умением использовать письмо, чтение и счет жизни и профессиональной деятельности, которая предполагает умение понимать не только простые, но и сложные тексты и действовать по сложной инструкции. В связи с этим также подтверждение мы можем найти в докладе российского представительства Всемирного банка Российской Федерации «Новые навыки для нового века. Региональная политика». Здесь наши представители говорили о том, что технологический прогресс, он кардинально меняет условия во всем мире и оказывает влияние на рынки труда и производительность труда. Ну, действительно, мы с этим с вами согласимся. Да? Каждый день происходят какие-то новые технологические открытия, прорывы, меняются те средства, в том числе и цифровые, информационные, которые мы с вами используем в нашей жизни и в нашей профессиональной деятельности. И поэтому вот очень важно, что для участия на рынке труда, для расширения возможностей трудоустройства необходимы уже развитые когнитивные навыки, навыки комплексного решения проблем, социально-поведенческие навыки, то есть навыки работы в команде и сочетание навыков, которые предопределяют способность человека к адаптации, логическое мышление, уверенность в своих силах. Все это становится более важным для рынка труда. Поэтому мы с вами и говорим о том, что нам необходимо осуществлять вот эту работу по формированию функциональной грамотности у наших обучающихся. Я знаю, что у нас с вами в команде есть представители и начальной школы, да, вот Анна Николаевна с нами сейчас работает, Елена Петровна, да, которые работают с ребятами в начальной школе. Возможно, у вас будут возникать некоторые сложности при освоении нашего курса, потому что те материалы, которые сегодня разработаны на уровне Российской Федерации, они в большей степени относятся, конечно, к ребятам, которые учатся в основной школе, да, поскольку опора идет на исследование ПИЗа, а в ПИЗе участвуют 15-летние обучающиеся. Но, тем не менее, многие задания, которые представлены в банках заданий для 5 класса, несколько адаптировав, можно использовать и в работе с ребятами в 4 классе. Об этом мы тоже уже говорили с нашими педагогами на наших встречах, и есть такой опыт у коллег нашей республики, которые подобные банки заданий тоже используют в своей образовательной практике в работе с ребятами в начальной школе. Так, ну вот, коллеги, давайте посмотрим несколько ситуаций. Как вы думаете, нужна ли функциональная грамотность в этих ситуациях? Ну вот первую ситуацию рассмотрим. Мы с вами, каждый из вас, да, заработали определенную сумму денег, и перед нами стоит задача определить, в какой банк выгоднее вложить деньги. Нужна нам здесь функциональная грамотность? И если нужна, то какой именно компонент функциональной грамотности прежде всего здесь заложен? В первой ситуации определяем, в какой банк выгоднее вложить заработанные деньги. Нужна функциональная грамотность? Да, конечно, нужна. Нужно Конечно, решить, нужна. какой банк. Угу, Да. да. А какой именно Решить. компонент функциональной грамотности здесь выходит на первый план? Но, к сожалению, не знаю, эти компоненты какие там Ну, давайте имеются. вспомним тогда компоненты какие. Математическая, да? Читательская, естественно-научная, финансовая, Ну, наверное, финансовая. креативное мышление и глобальные компетенции. Да, прежде всего, конечно, финансовая грамотность и еще какая? Так. Ну, считать будем, да? Читательская. Читательская, конечно, да, мы же должны прочитать условия, какие условия какой банк предполагает, да? Да-да-да. Так, ну давайте. Так, вторую ситуацию посмотрим. Человек, заболевший гриппом, может заразить 4 человек. Определить, через сколько дней заболеет все население поселка в количестве 345 человек, если не предпринимать никаких мер.
в этой ситуации? Функциональная грамотность задействована? Если ему нужно просто посчитать количество, за какое время заболеет определенное количество, конечно, нужна будет ну, как бы математическая грамотность. Математическая, да? Мгм. А так больше никакая грамотность здесь. Мгм. Но если, может быть, только еще и читательская, для того, чтобы почитать, Да, как- читательская. насколько быстро развивается грипп. Мгм. Да. Ну и глобальные компетенции, потому что меры все-таки нам необходимо будет принимать. Да? Мы не можем допустить такой ситуации, чтобы все население поселка у нас заболело. То есть мы должны понимать, да, какие предпринять меры на уровне общества, на уровне вот как раз жителей всего поселка, для того, чтобы мы все-таки с вами не заболели. И здесь глобальные компетенции еще подключаются. Третья ситуация, посмотрим. Приготовить блюдо по рецепту из журнала. Нужна функциональная грамотность? Нужна Нужна. читательская и, наверное, креативная какая нужна. Ну, если мы берем именно рецепт из журнала, да, то тут, наверное, креативить мы особо не будем, да, мы следуем тому рецепту, который в журнале есть. Читательская грамотность на первое место. Что еще? Математическая, посчитать, сколько чего положить. Да, да. И еще какая? Если у нас не все компоненты в холодильнике находятся, нужно будет их Заменить приобрести, может быть, или да? приобрести. Да. Приобрести. Поэтому нужна какая грамотность? Итак, математическая или финансовая? Покупать. Финансовая. Финансовая, да, финансовая. А вот мне понравилось ваше предложение, нужно будет их заменить. И вот здесь тогда Да. как раз креативное мышление подключается у нас, да? То есть даже Мгм. простое приготовление блюда по рецепту журнала требует от нас практически всех компонентов функциональной грамотности, за исключением, может быть, вот глобальных компетенций. Хотя здесь мы тоже можем провести сначала опрос нашей семьи, кто что хочет, кто что любит, да, и Ну да. учитывать взаимодействие с ними, тоже и глобальные компетенции могут быть задействованы. Естественно, научная грамотность возможно тоже, если вдруг у кого-то там аллергия на какой-то продукт, да, нужно это тоже учесть. Это вообще практически все компоненты функциональной грамотности нам необходимы для того, чтобы приготовить блюдо по простейшему рецепту из журнала. Вот похожая ситуация, четвертая, связать шапку и шарф ребенку по описанию из блога. Здесь нужна функциональная грамотность? Читательская грамотность, креативное мышление. Да, креативное Мне мышление. кажется, если нету креативного мышления, читательская не поможет. Угу. Да. Математическая, посчитать, сколько петель. Да, очень сильно здесь математическая нам нужна. И если вдруг у нас с вами нет необходимых материалов, нитки не те у нас есть, Финансовая. и да, то финансовая грамотность тоже нам здесь необходима будет. Ну и пятая ситуация. Мы с вами хотим вырастить хороший урожай огурцов на даче. А здесь нам нужна функциональная грамотность. Так. Конечно, нам надо сначала прочитать о том, выяснить ситуацию. Мгм. Как посадить, где посадить, Да, какая почва, все это нужно, конечно, читательская грамотность нужна. какие удобрения, какие семена взять, да, учесть климат нашей зоны. Здесь уже, естественно, научная грамотность пошла, да, пошли покупать семена в магазин. Финансовая грамотность подключается, математическая нужна на протяжении всего, да, процесса выращивания урожая. Ну и для того, чтобы подсчитать все-таки, да, насколько хороший урожай мы с вами получили. То есть, в принципе, тоже практически все компоненты функциональной грамотности, они в данных ситуациях используются. То есть, что мы с вами, какой можем сделать вывод? Так, в любой ситуации нужны все грамотности, все факторы, все виды. Да, да. То есть практически в любой жизненной ситуации человеку необходимо применить функциональную грамотность. Да? Чаще всего не один компонент функциональной грамотности необходим, а несколько компонентов в комплексе. Что же мы с вами наблюдаем в нашей жизни? Очень часто мы видим, что
есть такие люди, которые вроде бы, с одной стороны, грамотны, да, читать умеют, писать умеют, считать умеют, но при этом они все хуже справляются со своими профессиональными обязанностями, потому что они не понимают смысла прочтенной книги, не понимают смысла инструкции, не могут написать логически связанный текст. И проявляется это в том, что такие люди, как правило, избегают сложных задач, они могут повторять одни и те же системные ошибки. Да? Мы с вами говорим, ну я ж тебе сколько раз повторял, да, что нужно делать вот так и вот так. Или вот ты сделал вот это вот неправильно, в прошлый раз, в этот раз ты опять ту же самую ошибку повторяешь. Можно считать, что такой человек, он как раз является функционально неграмотным. А такие люди отказываются от любых интеллектуальных задач, они говорят, ну это слишком сложно, я это делать не буду. Часто они говорят о том, что они не любят читать. Это тоже является вот таким вот тревожным звоночком. Такие люди сами не могут ухватить смысл какого-то текста или алгоритма задачи, и поэтому просят других людей им объяснить этот смысл. При чтении у них возникают даже такие психосоматические проблемы. Да? Они говорят, ой, у меня заболела голова, ой, у меня глаза ничего не видят, ой, я хочу там что-то другое делать, мне сейчас некогда читать. Также бывает, что эти люди артикулируют при чтении губами, либо озвучивают прочитанное, да, то есть вслух читают чаще всего. Испытывают трудности при выполнении любых инструкций в различных ситуациях, не могут полноценно участвовать в дискуссиях, выстраивать и задавать вопросы. И у них очень заметна разница между понятиями и теми делами, да, которые они осуществляют. То есть вот такая функциональная неграмотность наравне со всеобщей грамотностью, умением читать и писать, она наблюдается в нашем обществе. Что же нам с вами необходимо делать? Нам надо понимать, что академическая грамотность и функциональная грамотность – это все-таки понятия разные, да? Потому что академическая грамотность, умение читать, писать, читать и так далее, она моделирует область научного познания. А функциональная грамотность, она моделирует какую-то реальную жизненную ситуацию. Вот мы с вами посмотрели примеры ситуаций, да, в которых функциональная грамотность нам необходима. А развитие причинно-следственного и линейного мышления, за это отвечает грамотность академическая. То есть то, чему мы с вами учим в школе, да, на уроках, то есть те предметные знания, которые ребята овладевают. А функциональная грамотность, она развивает нелинейное, то есть вероятностное мышление, которое необходимо для описания сложных систем. Академическая грамотность является результатом классической системы формирования понятий на основе преимущественно индуктивного метода, да, то есть когда мы от частных каких-то случаев идем к обобщениям. А функциональная грамотность, она формируется на базе концептов с использованием преимущественно дедуктивного метода, ну, когда мы от общих каких-то понятий, от общих правил идем уже к их применению в частной ситуации. Когда мы с вами говорим об академической грамотности, мы понимаем, что ученики осваивают конкретную систему понятий в конкретной науке и их теоретические обобщения. А когда мы с вами говорим о грамотности функциональной, то здесь мы говорим о том, что ребята осваивают систему концептов, которые включают в себя и предметные знания, и эти знания становятся опорой и средством для решения задач в реальных жизненных ситуациях. И вот здесь важно понимать, что именно первичная неграмотность, она чаще всего становится причиной неграмотности функциональной. Поэтому, когда мы с вами говорим о формировании функциональной грамотности в начальной школе, то прежде всего здесь необходимо работать над формированием первичной грамотности. То есть умение читать, умение писать, умение считать. И не просто читать, но и понимать смысл прочитанного. Да? А вот это уже как раз переход идет к грамотности функциональной. Марьяна Безруких отмечает, что в России в последние 20 лет среди детей, которые заканчивают начальную школу, от 40 до 60% могут быть не сформированными навыками письма. Коллеги, кто в начальной школе работает, можете это подтвердить? Что есть сложности сейчас у детей, да, при формировании навыков письма, навыков чтения. И вот это еще больше усугубилось в связи с тем, что мы были вынуждены с вами работать в таких условиях, когда мы не могли с детьми непосредственно контактировать, да, приходилось использовать дистанционные образовательные технологии. И вот считают, что это все может привести к тому, что увеличится число детей с первичной неграмотностью. Владимир Ивловский, заведующий лабораторией проектирования деятельности и содержания образования Института системных проектов МФГУ, говорит, что в начальной школе чтение понимается как цель. И детей учат читать. А в основной школе
чтение должно стать функцией. И от обучения чтению мы должны с вами перейти к чтению для обучения. То есть вот именно читательская грамотность, она является основой для формирования всех других видов грамотности. И отмечают коллеги, что в России этого перехода школа не осуществляется. Чтение остается целью и в средства не превращается. Поэтому, коллеги, кто с учителя начальной школы, да, вот очень важно в начальной школе дать вот такую установку, да, что мы читаем не для того, чтобы читать, а мы читаем для того, чтобы понимать, да, и для того, чтобы чтение использовать в качестве инструмента для того, чтобы достигать каких-то новых знаний в рамках различных навыков. И вот здесь очень важно, да, чтобы сам учитель был функционально грамотным, чтобы он овладел основными понятиями функциональной грамотности и овладел группой умений, составляющих функциональную грамотность учителя. На данном слайде представлены результаты исследований, которые проводил Яндекс Учебник. И мы видим, что здесь показано умение формировать функциональную грамотность у учеников, то есть процент учителей, которые набрали разное количество баллов. Зеленые зоны, да, это высокий уровень, отличный результат, желтая зона средний уровень, хороший результат, красная зона средний результат и черная зона это низкий результат. Ну, коллеги, мы видим, да, что черных зон очень немного, это, конечно, радует. И мы видим, что зеленая зона, она наиболее высокая по финансовой грамотности. Да, то есть наибольшие результаты высокие были получены по направлению финансовой грамотности, затем по математической грамотности, то есть естественно-научной грамотности. И мы видим, что есть проблемы, связанные с формированием креативного мышления и почему-то читательской грамотности. Да, то есть все-таки читательская грамотность, она сейчас пока еще западает у наших ребят и у педагогов, потому что не всегда мы с вами правильно понимаем, как можно формировать читательскую грамотность на наших уроках, да, то есть через любую предметную область, через любой образовательный предмет. А что еще важно для того, чтобы стать функционально грамотным учителем и быть готовым к развитию функциональной грамотности ребят в учебном процессе? Но прежде всего, конечно, как мы с вами уже сказали, да, учитель должен владеть основными понятиями, которые связаны с функциональной грамотностью. Как раз этим мы с вами занимаемся в рамках наших курсов. Учитель должен овладеть практиками формирования оценки функциональной грамотности. То есть как делать это на уроке, как это делать в различных других форматах обучения. Учитель должен понимать роль учебных задач как средство формирования функциональной грамотности. Да, то есть для формирования функциональной грамотности мы с вами можем использовать и те задания, которые есть в специализированных банках заданий, да, это специальные учебные задачи. И также мы с вами можем использовать для формирования функциональной грамотности те задания, которые есть в наших учебниках. Но тогда их необходимо будет трансформировать таким образом, чтобы они действительно способствовали формированию функциональной грамотности. Также учитель должен овладеть умением отбирать, разрабатывать учебные задания для формирования оценки функциональной грамотности. Мы с вами понимаем, что для формирования функциональной грамотности нужны свои определенные методы, свои определенные технологии, да, свои определенные практики. Это должны быть практики развивающего обучения. Мы должны уметь выстраивать работу в группе, да, мы должны уметь осуществлять проектную исследовательскую деятельность, организовывать. Мы должны уметь оценивать с учетом критериально-уровневого подхода и организовывать формирующие оценивания. Оценивание не только по результатам, да, но и оценивание в процессе обучения. И, конечно, очень важно нам здесь выстраивать наши межпредметные взаимодействия и работать в команде. Да, то есть задача формирования функциональной грамотности – это задача не только каждого учителя в отдельности, да, но это задача школьной команды. Коллеги, вот как сейчас вы можете оценить уровень своей функциональной грамотности? Вот эти 7 позиций, они для вас характерны, либо еще над чем-то необходимо вам работать? Какую первоочередную задачу вы бы для себя сейчас поставили вот из этих 7?
Ну, наверное, понимание роли учебных задач как средств по Мгм. формированию функциональной грамотности. Так. Умение отбирать и разрабатывать Мгм. учебные задания для формирования и оценки Мгм. функциональной грамотности. Но это уже овладение практиками. Это, вот, мне кажется, вот эти вот два, Мгм. в принципе, понятия у нас есть, что такое Мгм. функциональная Мгм. грамотность. Да, осталось А вот, а понять, вот, как формировать, да? Как над да, этим да. работать. Мгм. Так, хорошо, коллеги, идем дальше. Напоминаем, да, что в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте понятие функциональная грамотность появилось как таковое. Да, в предыдущем варианте стандарта, действующем, его еще не было, но оно подразумевалось. Сам термин функциональной грамотности в стандарте не звучал, но его сущность, она раскрывалась в рамках системно-деятельностного подхода. Да. И вот здесь мы с вами видим уже, что и в стандарте начального общего образования, и основного общего образования это понятие появилось, и дается его раскрытие как освоение знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение всей жизни. И в части условий обеспечения реализации программы основного общего образования, да, есть требования, что должны создаваться условия, обеспечивающие возможность формирования функциональной грамотности обучающихся, включающие владение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и основу для дальнейшего успешного образования, ориентации в мире профессий. То есть понятие появилось, требования появились, поэтому над этим мы с вами должны работать уже целенаправленно и системно. Функциональная грамотность определяет будущее каждого человека, его возможность учиться, освоить профессию, совершенствоваться в этой профессии, переучиваться, повышать квалификацию. Функциональная грамотность – это способность человека жить в высокотехнологичном обществе, отмечает Марьяна Безруких. Но в то же время, да, если мы с вами говорим о детях, то функциональная грамотность, она помогает детям применять полученные в школе знания и навыки в жизни. И именно функциональная грамотность, она может служить гарантом социальной успешности ребят, поскольку она позволяет человеку нормально существовать в мире людей, понимать, что происходит, не быть обманутым, принимать разумные и обоснованные решения. То есть мы с вами можем говорить, что функциональная грамотность рассматривается как способность использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения, навыки для решения максимально широкого диапазона задач в различных сферах деятельности человека, в общении и социальных отношениях. Но при этом мы с вами понимаем, что когда мы говорим о том, что человек овладел функциональной грамотностью, здесь вот две составляющие. Это усвоение основных понятий, связанных с функциональной грамотностью, и это применение этих знаний и умений на практике. То есть человек функционально грамотный – это человек самостоятельный, это человек познающий, это человек, который умеет жить среди людей, выстраивать отношения, это человек, который обладает ключевыми компетенциями. Так, ну вот у нас тут презентация открыта в другой программе, поэтому есть некоторые искажения. Здесь на слайде были представлены основные составляющие функциональной грамотности модели ПИЗа, но мы их с вами уже перечислили. Да? Это математическая грамотность, это читательская грамотность, естественно, научная грамотность, это и финансовая грамотность, о которой мы говорили, это и глобальные компетенции, и это креативное мышление. Здесь они все разъехались и все исказились. Но вот такую косичку вы наверняка уже не один раз видели, да, и мы с вами должны понимать, что именно через оценку качества образования система образования настраивается на новые результаты, и именно понятие функциональной грамотности через знания, умения, отношения, ценности, преобразуемые в компетенции, выходят уже непосредственно на способы действия в различных ситуациях. То есть для этого ребята должны овладеть предметными, межпредметными знаниями, практическими знаниями, освоить различные умения, когнитивные, метапредметные, социальные, экономические, физические, практические, и компетенции как способность мобилизовать знания, умения, отношения, ценности, проявлять рефлексивный подход к процессу обучения. И все это выливается уже в действие при решении разнообразных жизненных ситуаций. А как же мы с вами должны выстраивать нашу работу по формированию функциональной грамотности? Ну, прежде всего, вот мы с вами говорили, да, что учитель должен
понимать, что для этого используются специальные учебные задания. Так вот, какие типы заданий прежде всего направлены на формирование функциональной грамотности? Ну, прежде всего, да, это учебные исследования, это учебные проекты, задания проектного типа. Коллеги, вы понимаете разницу между исследованием и проектом? В чем главное отличие исследований и проекта? Отличие учебной исследовательской деятельности и проектной деятельности. В чем заключается? Ну, в исследовании проводится какое-то исследование, то есть ребенок должен что-то исследовать для того, чтобы сделать какой-то вывод. А в учебном проекте, проект это просто он должен предоставить какой-то продукт, тоже по какой-то теме, тематике, но там должен быть какой-то продукт, который не требует исследования. Может быть, Да, проект тоже может включать в себя исследование. ну, оно не такое, должно быть глобальное, как вот исследование, исследовательская работа, например. Конечно, он должен исследовать, но, наверное, немножко другие задачи там. Больше, ну, наверное, исследование, оно более по времени, больше по времени, чем проект. Проект, он краткосрочный, наверное, хотя исследовательский проект тоже. Ага. То есть определенное сходство, да, но есть и отличия. Вот главное вы назвали. В проекте всегда результатом является создание какого-то продукта. Да? А исследование, оно связано с подтверждением либо опровержением какой-то гипотезы. При этом, если гипотеза была опровергнута, это тоже результат исследования. Да? То есть отрицательный результат – это тоже результат. То есть подтверждение либо опровержение гипотезы, результат исследования. А результат проекта – это создание какого-то продукта. И вот, как мы уже с вами отметили, да, что если мы говорим об исследовательском проекте, то здесь предполагается, что исследование является частью проекта. Но все равно результатом будет какой-то продукт. Да? А исследование, оно не предполагает создание какого-то продукта. А что еще, какие еще задания мы с вами можем использовать для формирования функциональной грамотности? Конечно, это различные кейсы, это игровые различные методики, ролевые игры, деловые игры, моральные дилеммы, если мы говорим, например, о глобальных компетенциях. То есть это задания, которые способствуют приобретению ребятами опыта успешных позитивных действий. И, кроме того, мы используем также и такие комплексные задания, специально разработанные, которые содержатся в банках заданий. В них есть мотивационная часть, да, которая погружает ребят в ту или иную ситуацию. Используются различные форматы представления информации. Да, это и текстовая информация, и графическая информация, в виде иллюстраций, в виде графиков, в виде таблиц. И эти задания, они охватывают, как правило, различные оцениваемые компетентности. Не только, допустим, одну какую-то область конкретно, да, но и несколько компетенций, которые связаны с той или иной грамотностью функциональной. И вот такие задания обладают следующими особенностями. Как правило, в таких заданиях представлены задачи, которые поставлены вне предметной области, но решаются эти задачи с помощью предметных знаний. Да? То есть, когда мы с вами говорим о математической грамотности, здесь могут быть различные жизненные ситуации. Пошли в магазин, там проводятся какие-то акции, но решать эти ситуации мы должны с помощью предметных знаний, связанных именно с математикой. Да? Мы должны совершить какие-то расчеты. При этом в каждом из заданий описывается конкретная жизненная ситуация, близкая и понятная ребенку, с которой он сталкивается в своей жизни. Пошли с родителями туда, да? Поехали в поездку, в отпуск. В общем, самые разные жизненные ситуации, но они подаются уже вот с той позиции, в которой ребенок должен для решения проблемы применить те или иные предметные знания. Контекст таких заданий, он близок к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной жизни. И при этом ситуация, как правило, требует осознанного выбора модели поведения, особенно если мы с вами говорим о ситуациях, связанных с формированием глобальных компетенций. Ситуации изложены простым, ясным языком, вопросы тоже ребятам понятны, как правило, но в чем загвоздка? В этих ситуациях необходимо осуществить перевод с обыденного языка, да, с жизненного языка, на язык конкретной предметной области, на язык математики, на язык физики и так далее, да, для того, чтобы ребята поняли, какие же предметные знания они должны применить для разрешения той или иной ситуации. А при этом используются различные форматы представления информации. Да? Могут быть рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и так далее.
Ну, давайте сейчас мы попробуем конкретный пример посмотреть. Надеюсь, что у нас это получится. И вы попробуйте определить, на какой вид грамотности представлен данный кейс. Так, коллеги, наверное, не видно, да? Нет, сейчас я переключу. Для меня новая система, действительно, еще не работала. Так, сейчас я завершу демонстрацию. И подключу демонстрацию. Итак, коллеги, файл видно. Пожалуйста, отзовитесь. Видно ли кейс? Планета будет зеленой. Пожалуйста, отзовитесь. Видно ли? Я пролистываю. Я в маленьком окошечке вижу, что он листается. Коллеги, пожалуйста, обратную связь дайте. Коллеги, видно? Хорошо. Итак, коллеги, кейс называется «Планета будет зеленой». Вначале идет мотивационная часть. Да, кейс взят из Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности. Мотивационная часть. Небольшой текст. Вырубки лесов в некоторых местах приобретают массовый характер. Это постепенно приводит к тому, что лесных пространств становится все меньше. От трети до половины видов деревьев на планете оказались на грани исчезновения. Основной причиной уничтожения лесов эксперты считают человеческую деятельность и глобальное изменение климата. А дальше идут задания для ребят. Первое задание. Ребятам предлагается прочитать текст. В школе проходил год экологии. Ребята из 5 класса прочитали небольшой текст о вырубке лесов, который принес Андрей. Рассуждали, насколько опасны для планеты вырубки лесов. Некоторые одноклассники Андрея выразили мнение, что вырубка лесов не опасна для существования жизни на планете. Другие считали, что вырубка наносит большой вред всему живому, природе и человеку. Далее идет задание. Ниже приведены мнения ребят, участвовавших в обсуждении, распределить их на две группы. Мнение тех, кто считает, что вырубка лесов опасна для существования жизни на планете, и тех, кто считает, что вырубка лесов не наносит вред существованию жизни. Вот эти две группы. И дальше несколько мнений приведено. То есть ситуация на языке вполне понятна для ребят, да, представлена. Второе задание. Здесь будет небольшой текст. И ребятам необходимо привести аргументы. Значит, третье задание. Ребята, обсуждая проблему, отметили, что в данное время многое изменилось. Объясните, почему в настоящее время вырубку леса можно производить быстрее, чем в прошлом. Объясните, почему в настоящее время человечеству уже не нужно так много древесины, как в прошлом. Необходимо записать ответы. И следующее задание. Из перечисленных ниже действий нужно выбрать те, которые помогут сохранить леса для будущих поколений. Отметить все верные варианты ответа. Вот такое задание комплексного характера. Как вы думаете, на какой компонент функциональной грамотности данное задание направлено?
из тех 6, которые мы с вами перечисляем. Математическая, читательская, естественно-научная, финансовая, глобальные компетенции, креативное мышление. Извините, так плохо вас стало слышно. Так, ну вот текст, который задание, да, необходимо определить, на формирование какого компонента функциональной грамотности данное задание направлено. Математическая, либо естественно-научная, либо читательская. Какие? Глобальные компетенции. Почему глобальные компетенции, почему не читательская грамотность, например? Ну, проблема всего мира. Проблема широкая, да? Что еще? Какие еще признаки указывают нам, что это задание именно на глобальной компетенции? Вы верно ответили? Предложение третье до половины. То есть ребята должны высказать свои мнения, да? Ребята приводят аргументы в подтверждение, объясняют. Ну, действительно, вот та ситуация, которая затрагивает все человечество. Да? Вот как сохранить леса для будущих поколений. Действительно, это задание направлено на формирование именно глобальных компетенций. Вот мы увидели, что в этом задании все основные признаки задания на формирование функциональной грамотности, они представлены. Так, сейчас, коллеги, переключусь обратно на презентацию. И мы продолжим работу с презентацией. Сейчас слышно хорошо? Да, слышно. Я микрофон немножко подвинула поближе. Итак, презентация видна, да? Идем дальше. То есть мы видим, да, что действительно вот в данном комплексном задании задание поставлено вне предметной области, то есть нет конкретной предметной области, да? Не указано что-то из области биологии там, или из области географии или еще чего-то. Жизненная ситуация описана. Необходимо осознанно выбрать модель поведения, да, распределить там мнения по группам и так далее. Язык изложения достаточно простой и понятный, но при этом мы должны перевести с обыденного языка на язык какой-то конкретной предметной области. Ну, в данном случае в задании используется только текстовая форма представления информации, но есть и другие задания, в которых другие формы представления информации используются. Для формирования функциональной грамотности и креативного мышления мы с вами можем использовать различные эффективные педагогические практики. Создание учебных ситуаций, которые инициируют учебную деятельность учащихся, мотивируют их на учебную деятельность и проясняют смысл этой деятельности. Учение в общении, учебное сотрудничество, задания, которые предназначены для работы в парах, малых группах. Очень важно, конечно, использовать задания поискового характера в учебном исследовании проекта, которые будут стимулировать поисковую активность ребят. Многие задания, вот в частности, то, которое мы с вами посмотрели, оно как раз построено на интеграции знаний. Да? То есть нужно выявить какие-то общие методологические подходы, выявить связи, аналогии и опираться при этом и на другие компоненты функциональной грамотности. А также очень важно, что решая данные задачи, ребята приобретают опыт успешной деятельности, разрешения проблем и принятия решений, а также вырабатывают модели позитивного поведения. И, конечно, очень важно формировать при этом оценочную самостоятельность ребят, то есть использовать задания на самооценку, на взаимооценку, включать различные кейсы, ролевые игры, диспуты и так далее. То есть вот даже в том задании, которое мы сами рассмотрели, можно все эти эффективные педагогические практики применить. При рассмотрении межпредметных задач, которые мы с вами используем для организации деятельности обучающихся, тут тоже искажение пошло нашей картинки, мы должны обратить внимание на то, что те задания, которые мы с вами используем для формирования функциональной грамотности, мы включаем их и в содержание уроков, и в проекты, и в элективные курсы, используем для внутришкольного мониторинга.
Все эти задания должны носить межпредметный характер, и они должны быть направлены на формирование умений добывать информацию не только из прямых источников, которые мы ребятам предложили, да, но и из косвенных источников, самим эти источники искать, анализировать информацию, видеть проблему во всей ее многоплановости, ставить конкретные задачи, чтобы решить проблему, продуктивно взаимодействовать с людьми для разрешения проблем и применять имеющиеся знания в нестандартных жизненных ситуациях. Поэтому каждый из вас должен для себя сформулировать ответы на следующие вопросы об организации учебной деятельности. То есть как вы организуете учебную деятельность обучающихся. Как организована ваша учебная деятельность на уроках в школе? Какова доля самостоятельной работы, которую вы отводите на индивидуальное решение задач под вашим руководством, либо без вашего руководства? Насколько часто вы используете самостоятельную деятельность учащихся при работе в парах, в группах? Насколько часто вы используете самостоятельную работу с источниками информации, с интернетом на уроках непосредственно? Ну, второй блок вопросов, он связан с организацией учебной деятельности вне школы. Здесь вам нужно для себя проанализировать, да, какие виды домашних заданий учащиеся вы используете. Просите ли вы ребят найти какие-то новые способы решения задач, тех задач, которые решались в классе? Если, конечно, есть несколько способов решения задач. Часто ли вы предлагаете ребятам предложить такие идеи или мнения, которые отличаются от тех, которые уже обсуждались на уроке? Найти какие-то дополнительные источники информации по определенной теме. Сравнить и обсудить проблему надежности и противоречивости информации. То есть вот насколько часто такие задания вы используете. Если используете, это замечательно, это способствует также формированию функциональной грамотности ваших обучающихся. Дальше, коллеги, несколько слайдов, они посвящены обзору тех банков заданий, которые мы с вами можем использовать для того, чтобы найти в них те задания, которые можно применять на уроках во внеурочной деятельности, для организации домашней работы, для включения в контрольную работу. Прежде всего, конечно, это электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности на РЭШ, Российской электронной школе. Коллеги, пожалуйста, отзовитесь, зарегистрированы ли вы в данном банке заданий. Я сейчас вот даже чат включу, чтобы увидеть, как это все выглядит у нас. Угу. Так, 2 человека отметили, 3 человека зарегистрировались, еще кто-то зарегистрировался. Да, тоже зарегистрировано. Угу. Хорошо. Так, замечательно. Коллеги, учителя начальных классов зарегистрированы? Анна Николаевна, Елена Петровна? Да, зарегистрированы. Хорошо. Коллеги, потому что мы с вами будем выполнять задание, оно как раз будет связано с тем, чтобы проанализировать выполнение того или иного задания, результаты того или иного выполнения задания, и на основе полученных результатов выстроить уже технологическую карту урока и серию уроков. Приступали уже к выполнению задания или еще нет? Еще нет. Задание в электронном курсе у вас представлено, да? И необходимо будет его выполнить. Вы можете провести диагностику либо вот сейчас, да, пока есть у вас такая возможность, либо вы можете использовать какие-то уже имеющиеся результаты диагностики, просто их еще раз скачать из личного кабинета учителя, да, если вы уже такие задания проводили и осуществляли соответствующую диагностику. Ну, вам надо будет увидеть, да, какие у ребят трудности возникли, да, с чем связано, с формированием каких именно конкретных умений, входящих в ту или иную грамотность. Я не ограничиваю вас направлением функциональной грамотности, можете взять абсолютно любое, либо то, которое близко к вашему преподаваемому вами предмету, да, либо можете взять глобальные компетенции, может быть, креативное мышление, то, что вы реализуете, может быть, в рамках воспитательной работы. Здесь ограничений нет. Любое направление функциональной грамотности и провести диагностическую работу. Задания какие? Задания для самостоятельной работы. Да? То есть эти задания в электронном курсе
вы должны быть зарегистрированы на портале «Единая система электронного обучения» в нашем курсе, в котором представлено очень много самой разной информации по всем направлениям функциональной грамотности в первом модуле информационно-методическом и втором модуле проектный. Вот там как раз непосредственно те задания, которые вам необходимо будет выполнить, спроектировать на основе результатов диагностики. Коллеги, все вы поняли, да, где задание найти? А задание до какого числа нужно сделать? У нас с вами курс идет до 25 ноября. Ну, желательно постараться уложиться. Также мы с вами можем использовать банк заданий на сайте Института стратегии развития образования Российской академии образования. Все ссылки на банки заданий они также представлены в нашем электронном курсе, и оттуда вы можете выйти. Наверняка используете в своей практике данный банк заданий. Что важно сказать, то есть вот все задания, которые здесь есть в этом банке заданий на сайте Института стратегии развития образования, они же представлены и в электронном банке заданий на РЭШ. То есть если вы работаете в РЭШ и не хотите, например, чтобы в электронном виде задание ребятам предлагалось, вы можете в банке такое же задание найти на сайте Института стратегии развития образования и скачать текстовую версию. То есть можно работать и с текстовыми версиями. Также по естественно-научной грамотности задания представлены в открытом банке заданий для оценки естественно-научной грамотности на сайте ФИПИ, Федерального института педагогических измерений. Тоже, наверное, кто-то из вас данный банк использовал. И есть серия книг, изданных издательством «Просвещение», «Функциональная грамотность. Учимся для жизни». Это тоже проект Института стратегии развития образования Российской академии образования для обучающихся от 10 до 15 лет. Таким образом, эти банки заданий мы с вами можем использовать. Итак, мы с вами должны понимать, что функциональная грамотность является результатом целенаправленно организованного процесса познавательной деятельности. При этом эта деятельность она может осуществляться либо на уроке, либо на элективном факультативном занятии, либо в формате внеурочной, внеклассной или домашней работы. Да? И вот здесь важно понимать, что, говоря о содержании деятельности, мы прежде всего предлагаем ребятам выполнять различные контекстные задания. Что такое контекстные задания? Далее мы с вами тоже об этом поговорим. Составлять собственные задания по заданным ситуациям или по новым каким-то ситуациям. И деятельность может быть связана с тем, что вы предлагаете ребятам перенести те умения, которые они освоили непосредственно в деятельности на уроке, на более широкую деятельность. И, например, это можно осуществить в рамках проектной и исследовательской деятельности. И также очень важная составляющая – это оценочная составляющая деятельности. При этом мы можем использовать либо оценку с нашей стороны, да, оценку учителям, можем предложить ребятам для взаимооценки, и можем использовать уже и самооценку. Да? То есть вот такие вот разные параметры для работы с конкретными заданиями из банка заданий мы можем с вами использовать. А при этом мы должны понимать, что мы должны задействовать также возможности различных сегментов образовательного пространства формирования функциональной грамотности в школе. Да? То есть это и учебные предметы, которые входят в обязательную часть основной образовательной программы, и это учебные предметы, которые входят в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Это и проектно-исследовательская деятельность, и внеурочная внешкольная деятельность как часть образовательной программы. При этом в образовательном процессе да, мы можем включать задания на формирование функциональной грамотности и во внеурочную деятельность через различные кружки, викторины, дни науки, тематические недели и так далее, через внеклассные мероприятия, например, экологический марафон организовали, квест провели, конкурс провели, олимпиаду, фестиваль и так далее. А также эти задания могут включаться в элективные курсы, в межпредметные модули, в проектную деятельность, например, в летние школы, интенсивы и так далее. Задания на формирование функциональной грамотности могут включаться и в воспитательную работу с обучающимися. Например, в содержании классных часов можно включить задания по глобальным компетенциям, провести диспуту, дискуссии, организовать ролевые деловые игры. И, конечно, важно понимать, что
задания из банков заданий можно включать и с целью оценивания, да, в рамках внутришкольного мониторинга и диагностики для оценки освоенных компонентов функциональной грамотности. Когда мы с вами говорим об использовании заданий из банков заданий на уроке, то здесь мы должны понимать, что мы можем использовать их на любом этапе урока. Да? Мы можем использовать на первых этапах урока для вовлечения в учебную деятельность. На этапе актуализации можем использовать. Можем использовать на этапе повторения. Можем использовать на этапе проблематизации и вызова. Да? Можем использовать такое задание, как опережающее домашнее задание, либо как вводный фрагмент к следующему уроку. На этапе изучения нового можем организовать для ребят, да, мозговой штурм по заданию. Можем осуществить поисковую активность, можно организовать исследования. И, конечно, основная наша задача – это углубление понимания. На этапе осмысления, закрепления мы можем использовать тоже подобные задания, в том числе и применять их для решения различных проблем. Ну и, конечно, можно использовать такие задания в качестве разминки, для осуществления контроля и диагностики, для рефлексии, для постановки новых целей и для домашних заданий. Предлагаются следующие модели работы по использованию заданий в учебном процессе образовательной организации. Каким образом мы можем использовать данные задания? Вот мы с вами пример задания увидели, да, это комплексное задание. Мы можем использовать его на уровне комплексного задания в целом, да, с учетом того, что комплексное задание состоит из различного числа единичных вопросов задания. Вот то задание, которое мы с вами посмотрели, там было 4, да, отдельных вопроса задания для ребят. Также мы можем использовать другую модель, когда мы это задание расчленяем на единичные задания, образующие комплекс, с учетом заданий, которые обеспечивают основную информацию, необходимую для решения проблемы, и тех заданий, которые можно использовать выборочно при выстраивании индивидуальных образовательных траекторий. То есть мы можем использовать, например, организовать групповую работу. Да, первое задание выполнили с ребятами совместно, а следующее задание можно уже раздать для работы в группах, но при этом учитывая уровень сложности задания. Да. То есть группу мы можем сформировать с вами с учетом, например, уровней освоения программы. Да. То есть для ребят более сильных предложить более сложное задание, для ребят, которые еще недостаточно освоили учебный материал, можно предложить более простое задание. Но, конечно, важно, чтобы мы с вами формировали группы разными способами, да, не только вот тем способом, о котором я сказала, постоянно в одну группу только сильных, в другую только слабых. Мы должны формировать группы смешанного состава, да, с тем, чтобы слабые учились у сильных, да, подтягивались к ним, чтобы у сильных была возможность показать свою какую-то лидирующую функцию. А как еще можно использовать задания из банка? Можно использовать задания на уровне блоков заданий. То есть в банке есть задания, которые похожи либо по своему содержанию, да, либо по тем компетенциям, которые они формируют. И мы предлагаем, например, для первого варианта одно задание, для второго варианта другое задание. На 20 минут они ориентированы, есть такие в электронном банке. И можно встроить такие задания в урок в целях закрепления или текущей оценки, либо для отработки умений. И, конечно, есть возможность использовать такие задания для диагностических работ, которые позволят уже оценить сформированность функциональной грамотности на определенном этапе работы. И такие задания тоже представлены в электронном банке на РЭШ. Да? Задания для диагностических работ, они, как правило, на целый урок рассчитаны на 40 минут. Уже такие более серьезные, да, которые предполагают оценку сформированности функциональной грамотности. Можно также по-разному реализовать данные модели. Например, мы с вами можем провести урок одной ситуации. То есть мы взяли одно комплексное задание, одну ситуацию, и на уроке последовательно все задания, которые в это комплексное задание включаются, разбираем. Либо, как я уже сказала, да, можно осуществить деятельность параллельно в дифференцированных группах. Можно использовать другой вариант, да, когда мы проводим с вами серию уроков по одному комплексному заданию. Первое задание, например, мы с вами разбираем на уроке,
И это задание, оно связано с темой урока. Можем использовать его для постановки проблемной ситуации, либо, например, для иллюстрации практического применения нового материала. А остальные задания мы используем уже в тех уроках, которые идут у нас на повторение, на обобщение материала. Еще один вариант, как мы с вами можем поработать с комплексным заданием. Мы разбиваем на отдельные задания. И, например, 1-2 задания разбираем на уроках, и 1-2 задания включаем в домашнее задание. Либо, какой еще есть вариант, в домашнее задание мы включаем какую-то ситуацию, похожую на ту, которую разбирали на уроке. Либо можем предложить ребятам в качестве домашнего задания составить ситуацию аналогичной, которую мы рассматривали на уроке. Еще более сложное домашнее задание будет, это когда мы ребятам предлагаем составить измененную ситуацию. Да? Можем предложить направление изменений, да, например, изменить количество вопросов, изменить там, количество функций, которые должен осуществлять тот или иной объект, описанный в задании. Либо можем даже никаких вот этих вот направляющих вопросов не давать и предложить ребятам просто составить задание, в котором будет ситуация изменена. Да, и параметры изменения ребята уже могут предложить самостоятельно. И 1-2 задания из этого комплексного задания можем включить в контрольную работу, либо включить в контрольную работу задание, аналогичное рассмотренному на уроках. Все-таки вот разные варианты реализации модели работы по использованию конкретного задания в учебном процессе. Вы в своей практической части, да, когда будете проектный модуль реализовывать, можете тоже взять какую-то конкретную ситуацию и предложить, как ее в серии уроков можно включить, как его можно будет рассмотреть, исходя из тех данных, которые вы получили в ходе диагностики. Рекомендуется следующий этап организации работы с обучающимися при разборе какого-то конкретного комплексного задания. На первом этапе мы должны ребят познакомить с теми особенностями, которые данному заданию конкретному присущи. Да? То есть здесь мы совместно с ребятами это задание прочитываем. И цель этого этапа – поиск ответов на вопросы, которые способствуют пониманию смысла текста задания и пониманию смысла работы над предлагаемой ситуацией. То есть вот первый этап организации работы по любому заданию, он связан с читательской грамотностью. Да? И вот здесь представлены примеры вопросов. Что нас просят сделать? Что именно надо записать или нарисовать? Зачем нас просят это сделать? Какую проблему хотят решить? Есть ли в этом задании единственный правильный ответ? Что непонятно? Какой вопрос нужно задать, чтобы прояснить непонятное? И так далее. Ищем, да, вопросы подсказки, слова подсказки. За какими словами в тексте скрыт главный вопрос, главная деталь? Что является предметом оценки в задании, да, что оценивается? Какие требования предъявляются к ответу, к его оформлению? Да, то есть, вот, чтобы ребята прочитали полностью задание, инструкцию к заданию, чтобы поняли, да, смысл самого задания и чтобы поняли, что от них требуется. И каким образом они должны представить ответ. Это первый этап организации работы. На втором этапе мы знакомим ребят с особенностями оценки выполнения задания. Вот здесь очень важно, что мы должны еще до выполнения задания ребятами провести обсуждение ответов, которые дали другие учащиеся, с тем, чтобы определить, какой ответ соответствует требованиям задания, а какой нет. Мы можем посмотреть примеры ответов из сборников эталонных заданий, можем провести какие-то предварительные опросы учащихся, можем ввести свой банк ответов, да, и из этого банка ответов уже выбирать ответы. Либо, если у нас такого банка нет, мы не можем опираться на предыдущие ответы, мы можем сами сформулировать какие-то варианты ответов, да, для того, чтобы тот или иной аспект решения подчеркнуть. То есть очень важно, да, чтобы ребята поняли, вот в каком ключе должен быть правильный ответ, соответствующий требованиям задания, а вот, допустим, в какой-то конкретной формулировке ответа не соблюдены те или иные требования. Это очень важный этап, когда мы с вами работаем непосредственно с конкретным заданием. Все эти два этапа можно считать этапами подготовительными. Мы погружаемся в задание, понимаем инструкцию, понимаем требования
к ответам. На третьем этапе непосредственно уже осуществляем работу с комплексными заданиями, и здесь возможны тоже разные варианты. Да? Это может быть выполнение комплексного задания и его оценка, когда мы предлагаем ребятам выполнить полностью все задание, либо выполнять отдельные вопросы задания. И очень важно, что здесь мы должны озвучить критерии оценки и предлагаем ребятам оценить правильность выполнения заданий. А также можно использовать комплексные задания с расширенными комментариями. То есть мы даем свой развернутый комментарий по поводу содержания выполняемого задания при необходимости. Либо, если те действия, которые ребята должны будут выполнить, они являются новыми для них, да, и подобные задания они еще не выполняли, то здесь важен будет развернутый комментарий по тем действиям, выполнение которых требует вопроса задания комплекса. Либо это может быть комментарий, который содержит предложение ребятам смоделировать другие, близкие по содержанию проблематики ситуации, и предложить к ним свои задания. И третий вариант работы с заданиями на уроке – это когда мы используем комплексное задание с расширенными комментариями по оценке ответов. То есть здесь работаем уже непосредственно над ответами. Организуем обсуждение возможных ответов, которые предложены разработчиками. Предлагаем ребятам коллективно оценить правильность каждого ответа, их соответствие заданному вопросу и полноту. И предлагаем оценить ответы других учащихся. То есть вот такие вот разные варианты организации работы с комплексными заданиями мы можем с вами использовать. Четвертый этап, да, после того, как мы с вами задание выполнили, оценили, обязательный этап – это рефлексия. То есть мы предлагаем ребятам провести анализ их включенности в выполнение задания и отрефлексировать весь процесс. При этом зафиксировать, да, какие идеи у них возникали, какие соображения возникали, были ли эти идеи и соображения существенными и плодотворными, учтены ли они в решении в итоговом, какие трудности возникали, на каком этапе работы над заданием возникали эти трудности, удалось ли ребятам справиться с этими трудностями и смогут ли они самостоятельно справиться с такой ситуацией, если она повторится. И здесь очень важно, чтобы в целях закрепления мы ребятам предложили в качестве домашнего задания аналогичную ситуацию, либо ту же самую ситуацию, но с измененными данными. При этом задание может быть также и творческого характера. Например, предлагаем ребятам придумать свое задание на основе рассмотренного сюжета. Продолжить сюжет, да, что дальше случилось с героями ситуации конкретной. Мы с вами можем использовать те задания, которые предложены в электронном банке заданий в РЭШ для формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Да, поскольку там достаточно много заданий предложено, то у нас такая возможность с вами имеется. При этом мы можем либо сами, да, со стороны учителя формировать такую индивидуальную траекторию, либо такую траекторию ученик может формировать самостоятельно. Ну, конечно, это уже не на первых порах, а тогда, когда ребята познакомились с достаточно большим числом подобных заданий из банка. И здесь мы должны учитывать параметры, да, что мы движемся от простого к сложному, что мы можем предложить ребятам освоение тех или иных содержательных областей, можем акцентировать внимание на тех или иных компетенциях, да, в зависимости от интересов ребят или в зависимости от умения успешного освоения какой-то компетенции. Вот вы сейчас проведете диагностику, например, да, по какому-то конкретному направлению, в каждом задании заложены определенные компетенции, вы увидите, что какие-то компетенции у ребят не в полной мере сформированы, да, соответственно, вы предлагаете индивидуальную траекторию уже с использованием заданий, направленных именно на формирование этой компетенции. И также мы можем предложить задания для освоения нового предметного содержания либо в урочном, либо во внеурочном режиме. Тоже по-разному можно эту работу организовать. Мы можем реализовывать фрагменты такой индивидуальной траектории в рамках одного урока на материале комплексного задания. И можем использовать в рамках нескольких уроков, включая разные задания. Для проведения внутришкольного мониторинга функциональной грамотности мы с вами должны понимать, что основная наша цель – это определить уровень функциональной грамотности учащихся конкретных классов, но не в качестве проверки и оценки, а для их дальнейшего развития. То есть цель мониторинга – это развивающая цель, да, формирующая цель. И полученные результаты, они позволяют нам увидеть важные особенности состояния образования в школе, провести определенные коррективы. При проведении внутришкольного мониторинга необходимо уделить внимание выделению групп по уровню функциональной грамотности, да,
описать образовательные достижения обучающихся, продемонстрировавших разные уровни. И это дает нам возможность более целенаправленной работы по преодолению выявленных на каждом уровне дефицитов. И для этого мы можем использовать задания, которые ориентированы на дефицитное умение или представление, и создавать условия, способствующие развитию функциональной грамотности. Задания в банке предполагают 5 уровней сформированности функциональной грамотности: недостаточный, низкий, средний, повышенный и высокий. При этом второй уровень низкий, он считается уровнем пороговым для каждого вида функциональной грамотности. На третьем уровне, на среднем, ребята уже могут применять знания в простейших неучебных ситуациях. На четвертом, повышенном уровне, ребята способны получать и интерпретировать новую информацию на основе имеющихся знаний и умений. Ну и пятый уровень, высокий. Здесь уже ребята могут проявить способность самостоятельно разобраться в сложных ситуациях. По результатам выполнения диагностической работы мы с вами определяем индивидуальный уровень каждого учащегося. Далее осуществляем обобщенную статистику распределения учащихся класса по уровню сформированности по данному направлению. И после проведения работы и проверки либо со стороны учителя, да, либо со стороны эксперта, вы можете также и других экспертов предлагать, формируем обобщенные таблицы и диаграммы с результатами класса. Банк позволяет эти таблицы формировать автоматически. Вот такой план анализа результатов диагностической работы предлагается разработчиками комплексных заданий для банка заданий. На первом этапе мы анализируем полученные результаты выполнения диагностической работы, обсуждаем в коллективе учителей, которые преподают в данном классе. Да, мы с вами можем увидеть, что одни и те же дети, да, они проявляют низкий уровень, например, по разным направлениям функциональной грамотности. Да, одни и те же дети могут демонстрировать высокий уровень по разным направлениям функциональной грамотности. Определяем, фиксируем, что умеет и чего не умеет каждый ученик, вот это важно, да? Обобщаем эту информацию, выделяем группу учеников по типу трудностей в освоении умений и выделяем общие для всех учеников трудности. Вот вы, когда будете анализировать результаты диагностической работы, тоже это должны будете сделать. Да? Какие трудности возникали у ребят, какие задания вызвали трудности, да? С чем это связано, с недостаточным освоением каких именно умений конкретно. А дальше, да, когда вы проводите диагностическую работу в школе, вы разбираете выполнение заданий учащимися класса в коллективе учителей, которые в данном классе преподают, выделяете группы с различным уровнем сформированности функциональной грамотности и дальше уже планируете индивидуальную и групповую работу с ребятами с разным уровнем функциональной грамотности. При этом формы работы, они могут быть различными для каждой группы, да, по уровню сформированности и по работе с классом в целом. Например, если у вас много ребят с низким уровнем, то вы разрабатываете тренинги для таких групп учащихся. Если у вас есть ребята со средним и высоким уровнем, то вы можете дать им задание для самостоятельной работы, но при этом важно понимать, что результаты работы обязательно нужно обсуждать в смешанных группах, да, чтобы ребята могли видеть способы работы друг с другом. А для всего класса необходима серия внеурочных занятий. Да, это могут быть практикумы, тренинги, погружения и так далее. И здесь вы будете вести работу уже над теми задачами, которые направлены на формирование трудных умений, то есть тех умений, да, которые вызвали наибольшие трудности у обучающихся. То есть вот такую работу необходимо организовать при получении определенных результатов диагностической работы. И как раз вот это и будет содержанием вашего проектного модуля. Первое задание у вас будет провести диагностику, второе задание, там же, да, проанализировать результаты, второе задание составить технологическую карту и третье задание предложить серию заданий для формирования того или иного вида функциональной грамотности с учетом результатов диагностики. Так, ну и дальше вот несколько советов о том, как можно использовать в процессе формирования функциональной грамотности ресурсы центра «Точка роста». Ну, конечно, прежде всего, да, мы можем предложить ребятам решение различных контекстных задач, организовать проектную деятельность, использовать цифровое лабораторное оборудование, организовать работу в воркшопах, мастерских, и очень важным является методическое обогащение педагогов. Так, контекстные задачи. Контекстные задачи – это такие мотивационные задачи, в которых описана конкретная жизненная ситуация, которая
соотносится с имеющимся социокультурным опытом обучающихся, а в качестве требования, то есть в качестве неизвестного, выступает анализ, осмысление или объяснение этой ситуации или выбора способа действия в данной ситуации. А результатом решения является встреча с учебной проблемой осознания ее личностной значимости. А в таких задачах в основе лежит практическая жизненная ситуация, как правило, междисциплинарные связи и опора на субъектный опыт, проблемы, которые требуют предметных знаний, а при этом сам контекст задачи, он не подсказывает область знаний и метод решения. Но при этом условие может включать и дополнительную информацию, а информационные источники не ограничиваются. Вот на данном слайде представлено два примера таких контекстных задач. Ну, вот первая задача. В квартире, где проживает Алексей, установлен прибор учета расхода холодной воды, счетчик. 1 сентября счетчик показывал определенный расход, 1 октября другой расход. И вот несколько вопросов. Какую сумму должен заплатить Алексей за холодную воду за сентябрь, если известна цена 1 кубометра холодной воды, дать ответ в рублях? С октября тариф на воду повысился на 5%. Насколько надо быть Алексею экономнее, чтобы 1 ноября заплатить столько же, сколько в октябре? И рассчитать плату за воду дома, сравнить плату по счетчику по общему тарифу, сделать вывод. Вот мы видим, что данная контекстная задача, она обладает определенными признаками и подходит под один из типов контекстных задач, которые здесь на слайде представлены. Задачи на сравнение, на интерпретацию, аналогию, возможность, структурирование, поиск, избыточность и недостаточность. Вот если вы ее проанализируете, то я думаю, что вы увидите, что в данной задаче есть определенная недостаточность данных. Да? Например, мы с вами не можем третье задание выполнить, потому что нам неизвестно, сколько квартир в доме, да, каков расход в каждой квартире по счетчику и какой общий тариф идет. Когда мы считаем по среднему. Вот вторая ситуация. В книге Елены Малаховец «Подарок молодым хозяйкам» имеется рецепт пирога с черносливом. Для пирога на 8 человек следует взять 34 фунта чернослива. Сколько граммов чернослива следует взять для пирога, рассчитанного на 4 человек? Вроде бы задача несложная, но здесь тоже есть определенная недостаточность, да, поскольку нам непонятно, каким образом фунты перевести в граммы. Да, и вот эту информацию ребята должны дополнительно найти. Самые разные контекстные задачи мы с вами можем выполнять на уроках и на внеурочных занятиях в центрах «Точка роста». Можем использовать цифровое лабораторное оборудование, да, то есть оборудование и программное обеспечение, которое предназначено для проведения демонстрационных и лабораторных экспериментов. Ну, допустим, мы с вами задались целью получить качественную рассаду для того, чтобы высадить ее в открытый грунт. Какой из приборов нам потребуется для выполнения лабораторной работы, определения оптимального времени высаживания семян растений путем измерения температуры почвы? Вот здесь мы предлагаем ребятам этот прибор выбрать и затем его используем непосредственно для выполнения данной лабораторной работы. Важно понимать, что в цифровой лаборатории мы формируем такие учебные действия, как выдвижение и оценка гипотез при проведении эксперимента, предложение способов научного исследования, описание, оценка предлагаемых способов с точки зрения достоверности объяснений, анализ, интерпретация полученных данных, формулирование вывода. Да, то есть вот те учебные действия, которые являются действиями метапредметными и в том числе являются основой и для формирования функциональной грамотности. Проектную деятельность можем реализовывать в рамках центра «Точка роста», и на каждом этапе организации проектной деятельности у нас появляется широкая возможность для формирования компонентов функциональной грамотности. Важный момент, да, это организация деятельности ребят, например, в рамках такого формата, как воркшоп или мастерская, и коллективное обучающее мероприятие, которое помогает его участникам получить знания и сразу же здесь же в этом занятии применить их на практике для того, чтобы сформировать определенные навыки. Вот здесь очень важная роль – это роль педагога-наставника,
который организует вот это практическое обучение детей, который создает необходимые условия, предоставляет исходные данные для анализа, предоставляет материалы, дает точку отсчета, но сам при этом активного участия в мероприятии не принимает. Да? И в результате воркшопа ребята создают какой-то конкретный готовый продукт, и еще одним результатом такой деятельности является отточенное мастерство ребят в выполнении тех или иных конкретных действий. То есть это интенсивное обучение, которое вырабатывает определенные навыки. Методическое обогащение, тоже вот у нас тут искажение пошло. То есть это может быть работа в рамках проблемной творческой группы, да, виртуальная методическая площадка, участие в конкурсном движении, проведение различных командных соревнований педагогов, педагогические олимпиады, открытые уроки, внеурочные занятия, галереи лучших практик, мастерские, педагогические дебаты и так далее. Да? То есть очень самые разные форматы для того, чтобы вы обменивались друг с другом практиками по формированию функциональной грамотности. И в рамках точки роста эта деятельность может быть более активно осуществлена. Коллеги, мы напоминаем о том, что информационно-методическое сопровождение формирования функциональной грамотности в Республике Коми осуществляется нашим институтом. У нас сформирована методическая команда по каждому направлению функциональной грамотности. У нас есть координаторы. Информация вся размещается на сайте института. Вот та самая косичка, она как раз является баннером для перехода на страничку сопровождения проекта формирования оценки функциональной грамотности. Здесь вы можете найти информацию о всех мероприятиях, которые мы проводим. Здесь же размещаются различные методические рекомендации, ссылки на банки заданий здесь тоже есть. То есть вся необходимая для вас информация представлена на данном портале. Коллеги, кто-то с этим порталом уже знаком? Обращались к нему? Так, сейчас чат включу. Да, знакомы? Хорошо. Замечательно. И, конечно, очень важно, что федеральное сопровождение, оно осуществляется на сайте, на портале «Единое содержание основного общего образования». Сопровождает этот процесс Институт стратегии развития образования Российской академии образования. И сейчас можно найти раздел, связанный с функциональной грамотностью, на главной странице сайта в разделе «Методические семинары» и затем выбрать вкладку «Функциональная грамотность». Кроме того, коллеги, напоминаю о том, что разработан проект примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности по функциональной грамотности «Учимся для жизни», который также размещен на данном портале «Единое содержание общего образования». Коллеги, мы приглашаем вас подключаться ко всем мероприятиям, которые проводятся и на федеральном уровне, и на республиканском уровне. Еженедельно мы проводим семинары по всем направлениям функциональной грамотности. Пожалуйста, подключайтесь, приходите, учитесь. И, возможно, уже в этом году вы сможете выступить и в качестве спикеров данных семинаров. Также хочу сказать о том, что мы проводим уже традиционно, да, будем проводить в этом году учебном республиканский конкурс методических разработок «Учим и учимся для жизни», и вы можете также принять в нем участие. Предыдущий конкурс, результаты его представлены на портале по сопровождению функциональной грамотности. Итак, коллеги, вот на этом сегодня мы наши с вами занятия будем завершать. Есть ли у вас какие-то вопросы? Так, сейчас я демонстрацию завершу. Так, есть ли вопросы какие-то? Следующие занятия у нас с вами завтра в это же время, и мы с вами порешаем некоторые кейсы и некоторые тестовые задания разберем
связанные с формированием функциональной грамотности, с методическими аспектами формирования функциональной грамотности. Но мне хочется, чтобы завтра вы более активно работали, чтобы не только я говорила, но и от вас какие-то реплики по существу поступали. Поэтому, пожалуйста, на завтра подготовьтесь, камеру, микрофончик, чтобы мы с вами наше общение выстроили. Благодарю тех, кто сегодня с нами активно работал. Вижу, что кто-то уже отключился. Но, тем не менее, активность проявляли в течение нашего сегодняшнего занятия. Коллеги, если какие-то вопросы у вас будут возникать по выполнению проектных заданий, завтра можно будет их задать. То есть завтра у нас есть возможность разобраться и с нашими проектными заданиями. Спасибо. Удачи. До свидания. Спасибо, до свидания. Мгм.